Далее предлагаем обзор экономических, мировых, спортивных и других новостей. И для начала озвучим актуальный курс валют. По информации Центробанка России, 1 доллар стоит сегодня 72 рубля 76 копеек. Евро остановился на отметке 82 рубля 58 копеек. Покупают сегодня американскую валюту по лучшей цене Совкомбанк за 73,25. Продает по лучшей цене Банк Открытия за 73 рубля 50 копеек. Самый выгодный курс покупки евро сегодня у Азиатско-Тихоокеанского банка за 82 рубля 68 копеек. Продает по лучшей цене Банк Открытия за 82,90. Грузовые перевозки автотранспорта через реку Лену по маршруту Жатай-Техтюр-Жатай будут осуществляться до 30 ноября включительно. На линии работает состав из ледокола «Капитан Бородкин», буксира «Механик Курчатов» и баржи «Жатай-1». Погрузка начинается в 10:00 по якутскому времени. В 12:00 состав отправляется на Техтюр. За сутки производится 1 круговой рейс. Объем субсидий на внутриулусные и межулусные авиаперевозки планируют увеличить с 52 до 150 миллионов рублей в следующем году. Комиссия депутатов Илтумена поддержала поправку правительства республики об увеличении финансирования. По словам министра транспорта и дорожного хозяйства Владимира Сивцева, в настоящее время разрабатывается новый механизм субсидирования авиаперевозок при приобретении авиабилетов. Программа охватывает 189 населенных пунктов республики, в том числе 161 маршрут внутри улусов и 28 между районами. Отмечается, что на стоимость пассажирского билета влияют себестоимость рейса по заданному маршруту и плановая пассажирская загрузка воздушного судна. С 1 января следующего года в России вступят в силу новые правила выплаты пенсий и контроля за их начислением, утвержденные Министерством труда и социальной защиты. Теперь выплачивать и доставлять пенсию на территории, где введен режим ЧС, независимо от его характера, смогут раньше. При этом гражданин должен написать заявление об этом и передать его в пенсионный фонд. Кроме того, у пожилых россиян появится возможность вносить уточнения в заявление о доставке пенсии. Одним из ключевых пунктов новых правил станет освобождение от удержания из пенсии пожилых людей, признанных банкротами, а пенсию умершего могут получить его наследники. Число самозанятых в России с начала этого года увеличилось на 1 миллион человек. Об этом сообщил президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александр Калинин. Он отметил, что мировой экономический кризис всегда сопровождается снижением количества экономических субъектов. За 1,5 года стало меньше субъектов на 200 тысяч по России, и занятость в малом бизнесе тоже на 700 тысяч стала меньше. Но при этом многие ушли в самозанятые. Размер бизнеса сократился, но они все равно являются предпринимателями. Самозанятых сейчас более 3 миллионов в стране. Республика попала в список регионов России, которые получат средства на региональные социальные доплаты неработающим пенсионерам. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Финансирование получат 15 регионов. Общая сумма выделяемых средств составит более 1 миллиарда рублей. Отмечается, что социальные доплаты получают неработающие пенсионеры, общая сумма материального обеспечения которых ниже прожиточного минимума, установленного в регионе для этой категории. Правительство выделило около 1,5 миллиарда рублей на поддержку аграриев, пострадавших от стихийных бедствий на Дальнем Востоке. Распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Из общей суммы более 1 миллиарда рублей поступит в Амурскую область. Именно там был отмечен наибольший урон сельхозкультурам, поголовью животных, инфраструктуре и имуществу. Остальные деньги направят в Якутию, Еврейскую автономную область, Забайкальск и Хабаровский края. Федеральное финансирование позволит поддержать свыше 200 организаций агропромышленного комплекса и более 3000 местных жителей. За счет этих средств аграрии смогут погасить лизинговые платежи и проценты по льготным, краткосрочным и инвестиционным кредитам.
Реализацию дизайн-проекта «Набережная реки Амга» в Битюнском наследии начнут в следующем году. Дизайн-проект должен поспособствовать развитию туризма в Амгинском районе. Согласно проекту, в наследии установят арт-объекты. Их планируют собрать из доступных материалов. Один из них будет создан в виде волка. Во время опроса, посвященному разработке дизайна, население заявило желание увидеть его одним из главных арт-объектов. Кроме того, по плану в наследии появятся площадки – детская, смотровая, спортивная и для отдыха. Кроме основных объектов, дизайнеры предусмотрели навигационные элементы, мини-амфитеатр, пункт спасателей близ реки и благоустройство территории. Отмечается, что все объекты подчеркнут уникальность наследия. В столице республики на территории квартала 79 начались подготовительные работы для организации строительства парка будущих поколений. Общественное пространство общей площадью 2,5 гектара для круглогодичного отдыха и досуга горожан планируется ввести к 2025 году. Возведение и содержательное наполнение объекта курируется целевым фондом будущих поколений республики. Каким будет будущий парк и на какие этапы разделено строительство объекта, нам сейчас расскажет мой коллега Дмитрий Тымыров. Он сейчас находится там и встречается со строителями и с руководством фонда будущих поколений. Дмитрий, добрый день, тебе слово. Ну, коллеги, добрый день. Сейчас мы находимся непосредственно уже на будущей строительной площадке. Здесь буквально 2 недели тому назад начались подготовительные работы. Как вы видите, здесь огородили территорию. И в эти дни здесь начали именно вывозить мусор, который ранее здесь находился, а также завоз грунтов для покрытия данного участка земли. Каким будет будущий парк, нам сейчас расскажет генеральный директор фонда будущих поколений Владимир Егоров. Еще раз здравствуйте. Ну, расскажите вообще, что здесь будет располагаться, каким будет будущий парк и вообще какие зоны здесь появятся. Добрый день. Ну вот вы сегодня видите здесь такая довольно плоское пространство здесь, да? Но на самом деле здесь будет одно из таких самых интересных мест в Якутске. Здесь будет такой интересный рельеф, который будет защищать вот от улиц, которые проходят со всех 4 сторон вот эту территорию. И, соответственно, здесь будет множество разных таких локаций, где наши жители, горожане, дети могут здесь отдохнуть. Да? Здесь, ну, во-первых, здесь будет очень много зелени. Так? Здесь порядка 5000 деревьев и кустарников предполагается засадить. Вот, в том числе деревья будут даже на вот этом нашем образовательном центре, на крыше вот этого молодежного центра. Так, на территории будут располагаться и пешеходные дорожки, велосипедные дорожки. Будет вот здесь хороший такой большой скейт-парк, где дети наконец могут на настоящих таких вот площадках показывать свое мастерство. Да? Будет воркауты, детские площадки будут, будет летний амфитеатр. Но надо сказать, что этот парк, он предназначен для круглогодичного использования. То есть здесь на самом деле зимой будет еще такой каток, который будет подвергаться климатической коррекции, как говорят строители, да? То есть попросту здесь будет обогреваться такими инфракрасными излучателями определенная зона, ну, которая немножко поднимет температуру до более комфортной. Вот. А здесь вот будет располагаться такой молодежный центр на 5000 квадратных метров, который предполагается для того, чтобы все жители республики могли посещать, проводить свой досуг. Ну и в основном, конечно, будет предназначено для детей и молодежи. А смотрите, а финансирование проекта сколько стоит и вообще кто является основным спонсором? Ну, надо сказать, что объект получился достаточно такой дорогой в связи с тем, что мы хотим сделать его очень качественно, на века. Где-то порядка под 1,5 миллиарда выходит со всеми индексациями, если учитывать, что к 2025 году будут цены расти. Ну и, соответственно, посчитали, что как раз-таки финансирование ежегодной компании «Алроса», которая производится в целевой фонд будущих поколений, как раз хватит, чтобы к осени 2025 года построить полностью этот парк.
Спасибо. Ну, а я хочу в конце напомнить то, что первые сваи, закладка первых этих свай зданий здесь начнется буквально уже в следующем году, в марте месяце. Мы будем следить за развитием событий и за стройкой этого парка. Более подробно в вечерних выпусках новостей. На этом у меня все. Спасибо. О реализации парка будущих поколений в Якутске нам рассказал мой коллега Дмитрий Тымыров. А мы продолжаем. 275 новых случаев заражения COVID-19 выявлено в Якутии. В Якутске зафиксировано 122 заболевших, в Алданском районе 29, в Мирнинском 18, Нерюнгринском 17, Хангаласском 13, Мегино-Кангаласском 10, в Ленском, Намском, Нюрбинском, Сунтарском районах по 6, в Жиганском, Оленёкском, Усть-Алданском районах по 5 и в остальных районах республики от 1 до 4 случаев заболевания. Вместе с тем отмечается снижение заболеваемости коронавирусом в столице республики. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города. Такую информацию озвучил во время общегородской планерки сегодня представитель управления Роспотребнадзора по Якутии Георгий Игнатьев. По его словам, в Якутске продолжается снижение заболеваемости коронавирусом. За минувшие сутки зафиксировано 122 новых случая заболевания, из них 38 дети и подростки, 24 люди старше 60 лет. Отметим, что неделю назад, 15 ноября, в столице республики было выявлено 137 случаев. К другим темам. Компания ВК расскажет школьникам о разработке игр в рамках всероссийского проекта «Урок цифры», новый этап которого пройдет с сегодняшнего дня по 12 декабря. Учащиеся с 1 по 11 класс смогут узнать, как создаются игры, какие есть жанры и платформы, а также про существующие в этой сфере профессии. По сюжету тренажера школьники вместе с персонажами проекта попадают в обстановку игры «Домовята». Участникам предлагается доработать игру изнутри, встав на место ее разработчиков. Урок цифры пройдет онлайн. Принять участие могут все желающие с компьютера, планшета или смартфона. 100 человек отправят на работу в Нерюнгри в рамках проекта «На вахту-14». При этом обучение специалисты прошли благодаря национальному проекту «Демография». Напомним, проект «На вахту-14» был запущен весной этого года. Всего за период его действия было трудоустроено порядка 400 человек. При этом, помимо этого проекта в столице республики работают и другие программы, направленные на привлечение местных кадров в промышленность. Так, всего в этом году на работу в промышленные объекты было отправлено более 1000 горожан. И в том числе, например, мы летом отправляли наших граждан за пределы Республики Саха-Якутия. Например, более 100 человек были направлены в Кавыктанское месторождение. Это Иркутская область. Тоже это очень хороший показатель, когда мы, помните, год 5-10 назад говорили, в основном работают у нас приезжие. Сейчас, наоборот, картина меняется. Неизвестный пытался провести огнестрельное оружие в аэропорту Атланты, но при досмотре произошел случайный выстрел. Пострадали 3 человека. Их жизням ничего не угрожает, сообщает Управление транспортной безопасности США. Владелец оружия скрылся, его разыскивает полиция. 3 человека пострадали в аэропорту Атланты при случайном выстреле. По сообщению Управления транспортной безопасности США, при сканировании багажа одного из пассажиров был обнаружен запрещенный предмет. После того, как сотрудники безопасности открыли сумку, владелец схватил огнестрельное оружие, и оно в тот момент выстрелило. Пассажир выбежал из аэропорта и скрылся. Власти разыскивают этого человека. По их информации, жизням пострадавших ничего не угрожает. Инцидент вызвал в аэропорту Хартсфилд-Джексон хаос. Перепуганные путешественники выбежали на взлетно-посадочную полосу. В результате полеты были остановлены, несмотря на загруженность хаба в связи с праздником Дня Благодарения. Видеозаписи из аэропорта показали, что после происшествия пассажирам пришлось провести по несколько часов в очередях, чтобы пройти проверку на спецконтроле. В 2021 году Хартсфилд-Джексон был признан самым загруженным аэропортом в мире по пассажирскому трафику и взлетам-посадкам воздушных судов.
Британская Колумбия ввела временные ограничения на продажу топлива и необязательные поездки, чтобы облегчить сбои в цепочке поставок и поддержать восстановительные работы после наводнений и оползней. В регионе разрушены дороги, дома, тысячи людей остались отрезанными от остальной части страны без света и еды, рассказывает Анастасия Дмитриева. Спасатели обнаружили 3 тела, унесенные оползнями в провинции Британская Колумбия на западе Канады, сообщили официальные лица в субботу после рекордных осадков, которые парализовали некоторые районы страны. Все это привело к нехватке продовольствия и топлива. Власти региона объявили чрезвычайное положение после того, как явление, называемое атмосферная река, принесло за 2 дня месячную норму осадков. Жителям рекомендовали не совершать поездки без крайней необходимости. К спасательным работам подключилась и армия. Солдаты канадских военно-воздушных сил загружали пустые вертолеты «Гриффон» на массивные транспортные самолеты «Глобмастер-3». Машины направлялись в Квебек, где ВВС заявили, что загрузят их припасами, прежде чем продолжат путь в сильно пострадавший Эбботсфорд в Британской Колумбии. Спутниковые фотографии из региона показали огромные участки сельскохозяйственных угодий и другие общины, скрытыми под толстым слоем воды. По прогнозам, такой же циклон обрушится на север Британской Колумбии в воскресенье и принесет новые обильные осадки. В центре Парижа, недалеко от здания оперы, в субботу произошел пожар в 5-этажном особняке. О погибших или пострадавших сообщений нет. Артем Сторонов с подробностями. Крупный пожар произошел утром в субботу в 5-этажном здании в центре французской столицы, недалеко от Парижской оперы. На кадрах, снятых очевидцами, видны языки пламени и клубы черного дыма, вырывающиеся из нескольких окон на 3-м этаже. На место происшествия приехали сотрудники пожарной службы. По их словам, возгорание произошло в одном из бюро, расположенных в здании. Что стало причиной возникновения огня, пока что неизвестно, говорит пресс-секретарь пожарной бригады Флориан Лантье. Что касается числа жертв, то их нет. По предварительным данным, никто не погиб и не пострадал. Когда приехали пожарные, к ним никто не обратился за помощью ни в здании, ни вокруг него. Спустя несколько часов возгорание в особняке на бульваре Капуцинок было локализовано. Объемы ущерба, нанесенного пожаром, еще только предстоит установить. Доступ автомобилей и пешеходов в район, где произошел инцидент, восстановлен. Большой Виндзорский парк к Рождеству украсили световыми инсталляциями и арт-объектами. Посетители могут прогуляться по искрящейся огнями 2-километровой тропе и насладиться праздничными мелодиями, глядя на поле света. Далее в сюжете Андрея Санникова. Километры гирлянд, голограммы мифических существ, лазерные проекции и мерцающие скульптуры. Большой Виндзорский парк готов к рождественскому сезону. Огромную территорию осветили тысячи огней. В нескольких зонах установили арт-инсталляции. Одна из самых впечатляющих – световая тропа протяженностью более 2 километров. Посетителям потребуется час, а то и больше, чтобы ее полностью пройти и сделать эффектные фото для соцсетей. Очень хорошо. Обожаю это, черт возьми. Здесь есть экран с голограммой. Это превосходно, мило, фантастика. Это действительно очень классно. Мне все понравилось. Здесь приятно провести время с семьей. Не зря пришли сюда с мамой, девушкой, сестрой. Отличное времяпрепровождение, расслабляющая атмосфера. Я просто гулял. Вы можете не торопиться. Мило. Праздничное настроение создает и световое поле площадью 1400 квадратных метров, которое переливается под рождественские мелодии тысячами разноцветных огней. Фонтаны и водоемы украшены световыми скульптурами, а между вековыми деревьями, укутанными гирляндами, можно увидеть видеопроекцию. Насладиться сказочными видами в парке британцы и туристы смогут до 9 января будущего года. Стоимость входного билета – 22 фунта стерлингов или около 2200 рублей. Республика сформирует список объектов, которые благоустроят в рамках проекта «1000 дворов» с учетом пожеланий жителей. В планах преобразить 120 территорий. На эти цели из госказны выделили 850 миллионов рублей. Подробнее расскажет Мадина Халикова.
Дворы на Дальнем Востоке должны постепенно стать не просто проходными зонами, но и маленькими общественными пространствами. Программа «1000 дворов» готовится к реализации. Во время рабочего визита в Якутию полпред президентов ДФО Юрий Трутнев прокомментировал старт проекта. Отметил, средства заложены, а распределять их будет глава субъекта с учетом мнения жителей. Деньги на нее выделены. Распределять их будут руководители республики вместе с жителями. Мы договорились о том, что посоветуются и распределят, где сколько будет построено дворов, приведено в порядок. Деньги будут распределены по всей территории Дальнего Востока пропорционально количеству жителей. В Якутии в рамках этого масштабного проекта планируют облагородить 120 дворов. Из федерального бюджета на благоустройство выделили 850 миллионов рублей. Глава республики Айсен Николаев рассказал, что благодаря этому проекту в год столетия Якутской АСР приведут в порядок не только дворы в столице. Это не только прерогатива крупных зон, это и, еще раз говорю, потребность для нормального развития любого населенного пункта, в том числе и сельского. Преображение будет комплексным. В программе предусмотрели освещение, озеленение, элементы доступной среды, безопасные покрытия для детей, зоны для игр и занятий спортом. Что касается самого Якутска, здесь уже реализуется программа «Мой двор». Федеральная программа позволит благоустроить еще больше территорий. Дополнительно будет отремонтировано еще 30 дворовых территорий, существующей в нашей программе. Поэтому все это дело будет синхронизировано. Муниципальная, республиканская и федеральная программа. В результате это позволит в этом году отремонтировать 75 дворовых территорий и внутриквартальных проездов. Специалисты в области архитектуры и республики изучили лучшие российские практики по благоустройству дворов, чтобы применить их уже на территории Якутии, но спроектировать в соответствии с особенностями сурового климата. Дворы постепенно должны быть действительно небольшими общественными пространствами для самих жителей в тех или иных районах города. Поэтому буквально сейчас Центр компетенции по вопросам городской среды, имея довольно-таки большой опыт уже и изучая практику других субъектов, городов, мы уже сами разрабатываем для Республики Саха-Якутия типовые решения. И с 22 ноября начнется широкое освещение этой программы в Республике Саха-Якутия для того, чтобы жители могли сами отобрать территории для благоустройства. Список адресов сформируют до 10 декабря на основе народного голосования. Начнут работу уже в следующем году, а вводить в эксплуатацию территории будут с 1 мая по 1 ноября. Мадина Халикова, Павел Пахомов, Владимир Павлов, Якутск. О технологическом и инновационном потенциале Якутии и Дальнего Востока. Более подробно, какие проекты требуют инвестиций, как их нужно развивать, поговорила наша коллега Надежда Саханская с генеральным директором холдинговой компании «Интеррос» Сергеем Батехиным. Мы приветствуем вас в Якутске. Расскажите, каковы вообще в целом ваши впечатления? Впечатление очень хорошее. Я первый раз в Якутске, хотя почти полжизни провел на Дальнем Востоке. Очень гостеприимный край, настоящие северяне, люди с открытым характером. Вчера мы провели совещание под председательством полномочного представителя президента Российской Федерации на Дальнем Востоке Юрием Петровичем Трутневым по развитию инновационных технологий здесь, в Якутске. Я могу совершенно откровенно сказать, что впечатлен тем уровнем развития инноваций, инновационной инфраструктуры, которая здесь в республике существует. Скажите, а как вы вообще в целом оцениваете и технологический, и инновационный потенциал нашего региона? Я думаю, что Якутия лидер сегодня в регионе, и те примеры стартапов, которых уже, наверное, которые уже известны многим не только здесь, в регионе, но и в мире, это и InDriver, это и Майтона. И мы видим, сегодня существует большое количество проектов и стартапов здесь, в регионе, которые, на наш взгляд, имеют реально большой мировой потенциал. Тогда давайте затронем с вами еще и тему «Восхода». Какова основная цель этого проекта, этого фонда? Это «Восход», который, инвестиционный фонд «Восход», который был создан компанией «Интеррос» в соответствии с соглашением между нами и Министерством развития Дальнего Востока. Мы подписали соглашение с министром Алексеем Олеговичем Чекунковым в сентябре этого года на 6-м Дальневосточном экономическом форуме. И, собственно говоря, в течение этих 2 месяцев, которые прошли с тех пор, создана инфраструктура фонда, сформирована команда. И сегодня мы как раз приступили к практическому этапу реализации этого проекта.
А именно мы знакомимся с теми стартапами, которые здесь в республике существуют, с тем, чтобы мы могли подхватить эти стартапы на уже новых, более поздних этапах раундов развития данных инновационных проектов, с тем, чтобы инвестировать в них и поддерживать их развитие. Объем фонда, который мы создали, 10 миллиардов рублей, мы считаем, что это те средства, которые как раз необходимы инновационным проектам региона для того, чтобы они развивались и выходили на мировые рынки. Скажите, а как будет проходить отбор фондом вот тех самых инновационных проектов для того, чтобы в них инвестировать? Мы как раз находимся в диалоге сейчас с Министерством развития инноваций Саха-Якутии. Как раз вот мы, когда встретились с министром Анатолием Семеновым в Владивостоке, подружились с ним. Сейчас мы знакомимся со всеми его командой, с теми проектами, которые здесь есть. Я думаю, что мы найдем хорошие проекты для совместного сотрудничества. Можно ли сказать, что эти теплые добрососедские отношения послужили одной из причин для создания отдельного фонда для инвестиций в хай-тек? Вы знаете, мы видим, какая громадная работа была проведена государством здесь, в регионе. Это и министерством, это и аппаратом полномочного представителя. Мы видим, какая инфраструктура здесь создана. И, конечно, тогда, когда такие условия создаются государством для того, чтобы развивались инновации, конечно, частный капитал сюда приходит. А компания «Интерос», мы известная частная инвестиционная компания, которая существует на рынке уже много лет. Мы инвестируем в различные инвестиционные проекты, стартапы. Это и технологии блокчейн, это индустрия 4.0, это различные телекоммуникационные, инфраструктурные проекты. И, естественно, нам, как компании, которые ищут новые возможности для инвестиций, интересен регион, интереснее те проекты, которые здесь есть, интересны люди. Вот мы вчера познакомились с целым набором стартапов, которые здесь в регионе существуют. И, естественно, те условия, которые созданы, позволяют частному инвестиционному капиталу приходить в регион и развивать здесь инвестиции. Благодарю вас, Сергей Леонидович, за содержательную актуальную беседу. Желаем вам и вашей компании плодотворных проектов и продуктивного сотрудничества. Спасибо вам, Надежда. Всего доброго. Напомню, мы говорили о инвестициях и технологиях в Якутии. До встречи. О датах и событиях сегодняшнего дня в нашей ежедневной рубрике «Далее». На календаре 22 ноября. Сегодня отмечают День психолога, День сыновей, День отогревания в кофейнях, День словарей и энциклопедий, День клюквенной закуски. По народному календарю сегодня чтется память Матроны Константинопольской. В старину в этот день женщины заготавливали настои из целебных трав, перебирали старую одежду, вещи, которые никто не носил, отдавали беднякам. Согласно приметам, дождь в этот день предвещал богатый урожай зерновых культур. Облачная и снежная погода сулила дождливый май. События в этот день. В 1860 году в Малом зале Благородного собрания состоялся первый симфонический концерт Московского отделения Русского музыкального общества, которое основал Николай Рубинштейн. Он же на этом концерте впервые выступил как дирижер. В России началась аграрная реформа Столыпина. Летчик Сокольцов осуществил радиопередачу с самолета на землю. Запорожский завод «Коммунар» выпустил первую партию малолитражных легковых автомобилей «Запорожец». В 1982 году город Набережные Челны переименован в Брежнев. 6 января 1988 года городу возвращено прежнее наименование. В этот день родились Владимир Даль, русский лексикограф, писатель, врач, составитель словаря. Элли Сицкий, советский архитектор, художник-конструктор, график. Шарль де Голль, французский военный и государственный деятель, 18-й президент Франции. Эдвард Бернейс, австрало-американский деятель в области рекламы, один из основателей пиара. Михаил Миль, советский ученый и конструктор вертолетов. Николай Добронравов родился в 1928 году, советский и российский писатель и поэт-песенник. Людмила Белоусова, советская фигуристка, двукратная олимпийская чемпионка. Билли Кинг, американская теннисистка, общественный деятель. Виктор Пелевин, российский писатель. Именины сегодня отмечают Ян, Федор, Тимофей, Теодор, Семен, Нестор, Константин, Иосиф, Илья, Иван, Ефим, Дмитрий, Виктор, Антон, Алексей, Александр, Матрена, Евстолия.
Искать значит помнить. Поисковый отряд «Застава» святого Ильи Муромца во время раскопок в районе деревни Турейка Троснянского района Орловской области обнаружил останки якутского солдата Великой Отечественной войны Ивана Федоровича Сивцева. Деревня Турейка расположена рядом с Курской дугой, где с июля по август 1943 года прошла одна из самых крупных и важных сражений Великой Отечественной – Курская битва, унесшая впоследствии жизни более 250 тысяч советских солдат. О работе поисковиков в сюжете Ульяны Шагиной. Красноармеец Сивцев Иван Федорович 1908 года рождения. Место рождения – город Якутск, Якутская ССР. Служил в составе 1035-го стрелкового полка 280-й стрелковой дивизии. На сайте Министерства обороны можно проследить боевой путь солдата. Эти же данные записаны в красноармейской книжке солдата, пролежавшие ровно 78 лет в сырой земле и сохранившиеся чудом кусочки самых важных данных. Восстановить удалось только благодаря опытным специалистам в лабораторных условиях. Они и есть красноречивые свидетельства судеб тысяч солдат и офицеров, павших на поле боя. Действительно, чудом сохранившиеся фрагменты красноармейской книжки позволили специалистам лаборатории «Солдатский медальон» прочитать эти записи. И мы с большой надеждой обращаемся к жителям Якутии на то, чтобы, может быть, найдутся родные и близкие герои. Третья по счету экспедиция опытной поисковой группы «Застава» святого Ильи Муромца завершилась недавно. Она прошла неподалеку от деревни Турейка Троснянского района Орловской области, где в 1943 году прошла знаменитая битва на Курской дуге. Практически каждый год проводим до 3 полевых экспедиций. В этом году проводили работы с 27 октября по 7 ноября. Были найдены солдаты, 51 погибших воин. Часть воинов была установлена, и один из них уроженец города Якутска. Сивцев Иван Федорович, 1908 года рождения, призванный якутским РВК. Будем надеяться, что найдутся родные солдата, и солдат вернется с войны длиною почти 80 лет. Курская дуга после Сталинградской битвы – это фактически конечная точка в наступательных операциях фашистской Германии. С этих пор полностью вся стратегическая инициатива переходит на сторону Красной Армии. С этого пошло наступление наше на запад, и вплоть до 1945 года. С советской стороны оборону дуги держали более 1 миллиона 300 тысяч советских солдат. Из них не менее 1000 якутян, в том числе и Иван Федорович Сивцев. Погиб в июле 1943 года, призван Якутским городским военным комиссариатом 4 марта 1942 года. В этой книге его фамилия, имя, отчество имеется. Но там маленькое несходство по дате, по году рождения. В книге «Память», изданной в Якутии уже в 80-х годах, датой рождения солдата отмечен 1905 год, а в военном билете 1908. Также и место рождения – Усть-Алданский район, либо Якутск. При этом такие ошибки в книгах памяти имеют место быть, но могли ошибиться и при заполнении самих документов. Это, скорее всего, какая-то техническая ошибка. Я надеюсь, что родные найдутся. У него была супруга Анна Петровна Сивцева, и он жил по адресу город Якутск, улица Пушкина, 30. У супругов Сивцевых в Усть-Алдане родился сын Иван. Инженер с высшим образованием. В 1976 году он по назначению уехал в село Кюсюрь Булунского улуса, где женился на Ульяне Михайловне. В том же году удочерил 9-месячную Саргулану. И хотя он не является родным по крови мне человеком, мы все равно очень взволнованы этим событием. По словам моей покойной матери, Иван Иванович проживал в Намском улусе.
Поэтому мне очень важно, чтобы настоящие его родственники смогли найти своего деда. 3 декабря в памятную дату, День неизвестного солдата, поисковая группа планирует торжественно проводить в путь к родным останки найденных под Курском солдатов, в том числе и якутянина Ивана Сивцева. Это важно, чтобы каждый из них наконец-то обрел покой на своей родной земле. Ульяна Шагина, Павел Пахомов, Якутск. Перейдем к главным спортивным новостям на сегодня. Женский чемпионат Европы по гандболу впервые пройдет в России в 2026 году. Для проведения соревнований предложены спорткомплекс «Юбилейный» и «Сибур-арена» в Санкт-Петербурге, а также ВТБ-арена в Москве. Российская заявка на проведение турнира была единственной. Ранее исполнительный комитет Европейской Федерации гандбола был проинформирован об отказе Норвегии, Дании и Швеции. Турнир 2022 года пройдет в Словении, Черногории и Северной Македонии. 2 года спустя соревнования примут Венгрия, Австрия и Швейцария. В России чемпионат пройдет с 3 по 20 декабря 2026 года. Еще с советских времен бытует мнение, что футбол – это увлечение исключительно для мальчиков. Тренеры футбольного клуба «Спартак Юниор» успешно ломают этот стереотип. Благодаря проекту УЕФА Playmakers более 30 девочек делают свои первые шаги на футбольном поле. При этом тренировки проходят не в совсем привычном формате. Подробности расскажет Полина Долинская. Проект УЕФА Playmakers – международная программа тренировок, разработанная специально для девочек от 5 до 8 лет. Российский футбольный союз запустил программу в стране весной этого года, а осенью проект стартовал в Якутске на базе футбольной школы «Спартак Юниор», на сегодняшний день, которая является самой большой в республике. Наши тренировки немножко отличаются от стандартных тренировок, потому что они проходят по мотивам таких мультфильмов, как «Суперсемейка 2» и «Холодное сердце 2». Поэтому мы очень рады, что девочки наравне с мальчишками начинают осваивать азы футбола, и таким образом повышают свой уровень вовлеченности к спортивным занятиям. На сегодня в школе занимается 33 юные футболистки, а на следующий набор тренеры планируют принять в свои ряды уже более 100 спортсменок. И хотя мир меняется и привычные клише теряют актуальность, не все родители готовы отказаться от прежних стереотипов. Родители делятся на 2 группы. Кто-то против, кто-то вообще категорически, как эта девочка может заниматься футболом, а кто-то, наоборот, слушает своих детей, кто-то девочек сами направляет на эту сторону. Там родители футболисты, спортсмены тоже. И они направляют детей в спорт именно куда-то. И девочки сами выбирают, родители слушают их, понимают. Амелии всего 7 лет. Заняться футболом ей предложил папа. Согласилась сразу. И хотя она еще не думала над тем, продолжит ли строить карьеру футболистки, каждая тренировка проходит для нее с удовольствием. Мы сейчас делали, что мы должны останавливать синие, а они у нас брали мяч. А мы должны их остановить. Больше всех это мне понравилось. А тебе нравится то, что вы играете по мультику «Суперсемейка»? Да, я сама его люблю. В рамках проекта каждая участница проходит курс из 10 занятий. Занятия проходят в игровой форме с целью привлечь девочек к этому виду спорта. Ну а по завершению каждая получает сертификат и уже сама для себя решит, будет ли она заниматься в дальнейшем футболом. Полина Долинская, Семен Семенов, Якутск. Якутянин Евгений Самсонов завоевал 2 золотые медали Кубка мира по пауэрлифтингу. Турнир прошел в городе Долгопрудный. Якутский спортсмен, выступавший в весовой категории до 60 килограмм, первенствовал в дисциплине жим-лежа без экипировки. Также Евгений Самсонов зашел на высшую ступень пьедестала состязаний по стритлифтингу, выполнив норматив мастера спорта Всемирной Федерации по этому виду спорта. Отметим, что якутянин, работающий тренером в центре Ушу и Цигун «Небесная река», является действующим чемпионом России по стритлифтингу. Весной этого года он выиграл золото, установив рекорд страны.
Также якутские спортсмены отличились на Кубке России по ушу, который состоялся в Москве. Они завоевали 9 медалей. 2 золота в копилку команды принесла Антонина Иванова, выступавшая в 2 разделах тайцзи-цюань. В этой же дисциплине Каролина Егорова и Анна Романова заняли 2-е места. 4 награды высшего достоинства завоевали юноши и девушки, выступавшие в соревнованиях по дуйлянь тайцзи-цюань. Серебряным призером в турнире по ушу саньда стал Владислав Панов. Добавим, что кроме участия в соревнованиях, все якутяне приняли участие в мастер-классах ведущих мировых мастеров ушу с получением сертификатов. А подающий надежды киокусинкай каратист из Ленска Александр Синьков снова готовится к соревнованиям. Каждый день 2-часовые тренировки. Спортсмен намерен показать все свое мастерство и добиться результатов выше, чем предыдущие. О планах Александра узнала наш корреспондент Светлана Балеева. Александр Синьков – спортсмен-каратист, совсем юный и подающий большие надежды. Занимается киокусинкай карате уже 7 лет. Мальчик рассказывает, что интерес к этому виду спорта возник в 1 классе. С каждым днем он становился все сильнее. И Саша попросил маму записать его в секцию. Мне как-то сразу понравилось ходить на карате. Тут интереснее, для меня интереснее, чем в любом другом виде спорта. В этом виде спорта мне нравятся соревнования. Там интересно, всякие штучки. Александр вспоминает, что сначала было сложно, многое не получалось, но благодаря своей настойчивости, силе воли, он постепенно начал совершенствовать свои навыки и сегодня добился успехов. Саша участвовал уже во многих соревнованиях районного, республиканского и российских уровней. В этом году я участвовал на соревнованиях в Москве. Я занял 3-е место, попались очень сильные противники. И мне немного не хватило опыта, чтобы занять призовое 1 место. По словам тренера Олега Долбараева, Александр – один из перспективных на сегодняшний день спортсменов киокусинкай карате. Изначально он не проявлял таких супер, так скажем, способностей, да? Но мне кажется, вот за счет его характера, стремления он начал добиваться таких успехов. У Александра зеленый пояс. Этот пояс уже считается, так скажем, более таким боевым поясом. Уже матерые, так скажем, ребята, да, уже получают этот пояс, там есть ограничения, то есть ты должен занимать какие-то определенные места на определенном уровне соревнований, и тогда у тебя уже есть возможность сдать на этот пояс. То есть каждый пояс, он как квалификация спортсмена. Планы у героя нашего сюжета большие, требующие много сил, времени и желания трудиться, совершенствуя себя и свои возможности. Я хочу взять КМС или мастера спорта и стать чемпионом. Сегодня Саша готовится к соревнованиям российского уровня. Теперь мальчик намерен отработать в полную силу и занять 1 место. Светлана Балеева, Виталий Андреев, Ленск. Морозы крепчают в Якутии с каждым днем. Сегодня в 10 наслегах Усть-Алданского района объявлен актированный день. В связи с этим 695 учащихся переведены на дистанционное обучение. Абсолютный минимум зарегистрирован в Кылайнском наслеге – минус 50 градусов. В селе дистанционное обучение организовано во всех классах. А что касается остальных населенных пунктов, в 2 наслегах зафиксировано минус 49, 4 минус 48 и еще в 3 от минус 47 до минус 45. Сегодня, на 22 ноября, наблюдается похолодание в 10 наслегах нашего улуса. Зафиксированы температура наружная от минус 45 до 50 градусов. Минус 50 градусов зафиксировано в селе Кыллай. Там дети с 1 класса по 11 класс переведены на дистанционное обучение. Всего по улусу на сегодня 695 обучающихся переведены на дистанционное образование в связи с погодными условиями. И это не первый показатель низких температур в нашем улусе. В завершении выпуска расскажем о погоде в крупных городах Якутии. В Алдане сегодня солнечно, температура воздуха минус 25 градусов. Ближе к ночи ожидается минус 31. Порывы ветра достигнут 5 метров в секунду. В Нерюнгри целый день облачно, минус 24. Ночью температура воздуха составит минус 30 градусов. В Ленске сегодня минус 23. К ночи температура воздуха составит минус 30 градусов. Ветер до 4 метров в секунду.
В алмазной столице минус 30, ночью ожидается минус 37, ветер от 2 до 4 метров в секунду. И в столице республики сегодня днем минус 38 градусов, в ближайшей ночью столбики термометров опустятся до минус 39, ветер от 1 до 3 метров в секунду. Давление составляет 766 миллиметров ртутного столба. На этом у меня все. Наши корреспонденты продолжают следить за развитием событий в республике и за ее пределами. Еще больше информации на наших официальных сайтах yak24.ru и nvk-online.ru. Не переключайтесь, оставайтесь на нашем телеканале.